Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... Уважаемый председатель, уважаемые главы делегации, ваше превосходительство, сегодня я выдвигаю безотлагательный призыв к этой конференции сторон 28 к запуску нового глобального диалога, который будет сосредоточен на ключевом взаимодействии гор и климата. Горы – это не просто величественные ландшафты, они являются водными башнями мира, колыбелями биоразнообразия и стражами здоровья нашей планеты. В то же время они являются одними из наиболее чувствительных экосистем к изменению климата. То, что происходит в наших горах, имеет глубокие последствия не только для живущих в высокогорных районах, но и для всей жизни на Земле. Кыргызская республика, как и многие горные страны, наблюдает последствия изменения климата на собственном опыте. Наши ледники тают, наше биоразнообразие под угрозой, а наши люди, которые веками жили в гармонии с этими ландшафтами, сталкиваются с беспрецедентными вызовами. В октябре этого года генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, обращаясь с крыши мира рядом с Эверестом, привел тот факт того, что Непал за последние 30 лет потерял треть своих ледников. Такая же ситуация наблюдается и у нас в Кыргызстане. Это действительно безумие, которое надо остановить. Горные страны уже объединяют усилия. Мы признательны всем партнерам за поддержку инициативы Кыргызской Республики по принятию на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюции «Устойчивое горное развитие», в рамках которой 2023-2027 годы объявлены пятилетием действий по развитию горных регионов. Хотел бы поблагодарить правительство Андорры, Непала, Бутана и других стран за совместную работу по поддержанию этой инициативы. Наш совместный призыв к новому механизму диалога не только о горах, это о глобальной климатической системе. Горы играют ключевую роль в погодных паттернах, водных циклах и углеродном хранении. Защита их – это не оригинальный вопрос, это глобальная необходимость. В духе единства и коллективных действий, которые символизирует эта конференция, я призываю все нации, особенно те, которые имеют горные районы, поддержать эту инициативу. Вместе мы можем разработать стратегии, которые адресуют уникальные вызовы, с которыми сталкиваются горы, и таким образом значительно способствовать устойчивости глобального климата. Наша планета находится на перепутье. Решения, которые мы примем здесь, определяют будущее наших гор и, следовательно, нашего мира. Давайте выберем путь сотрудничества, предвидения и действий. Спасибо за внимание. Бурение 14 километров Муровдакского тоннеля завершено. Об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана. Автомобильная дорога Тоганалы-Кальбаджар-Истису протяженностью 82 километра является одним из важных проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов по поручению президента Ильхама Алиева. Проектная длина дороги, соединяющей Гойгольский и Кальбаджарский районы, составляет 56 километров на участке Тоганалы-Кальбаджар и 26 километров на участке Кальбаджар-Истису. С 13-километрового участка дороги Тоганалы-Кальбаджар начинается Муровдакский хребет. Его высота составляет от 1700 до 3250 метров.
Согласно распоряжению главы государства, автодорога Тоганали-Кельбаджар-Истису строится по первой, второй и третьей технической категории с 2, 3 и 4 полосами движения. Таким образом, учитывая пересеченный горно-каменистый рельеф проектной территории, строительство основной части дороги планируется по второму техническому классу, то есть с 2 полосами движения и дополнительной полосой движения на уклонах. На участке Муравдакского тоннеля ведется строительство 4 полос движения по первой технической категории. Согласно проекту, общая протяженность дороги первого класса составляет 14,2 километра. Общая длина дороги второго класса – 34,8 километра. Общая длина дороги третьего класса – 33 километра. Отметим, что Муравдакский тоннель при длине 23,4 километра станет одним из самых длинных автомобильных тоннелей в мире. Тоннель будет двухполосным в одном направлении при ширине 10 метров. Следует отметить, что объем выполненных работ составляет свыше 50%, и строительные работы ведутся под контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана в соответствии со строительными нормами и правилами. Для завершения проекта в срок по подготовленному графику агентством на данный район привлечено необходимое количество сил. Автомобильная дорога Тоганалы-Кельбаджар-Истису берет свое начало в селе Тоганалы Геогельского района и проходит через территорию Кельбаджарского района, освобожденного от оккупации. Таким образом, автодорога обеспечит удобный проезд к райцентру и знаменитому курорту Истису, а также ко многим населенным пунктам указанного района. Кроме того, дополнительно ведется строительство 4 тоннелей длиной 561,2 метра, 626,9 метров, 500 метров и 947,9 метров. В рамках визита председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуада Мурадова в Бишкеке состоялась встреча с председателем Ассамблеи народа Кыргызстана Алмамбетом Матубраимовым. Выразив удовлетворение встрече гостя в Бишкеке, председатель Ассамблеи народа Кыргызстана предоставил подробную информацию о деятельности возглавляемой им организации. Он сообщил, что в настоящее время на территории Кыргызстана проживает более 100 представителей национальных меньшинств. В ассамблее, которая занимается обеспечением прав и свобод всех национальных меньшинств, официально предоставлены 30 организаций, а руководители организаций входят в состав Совета директоров. Было подчеркнуто, что в настоящее время в Кыргызстане реализуются сильные реформы, а влияние Ассамблеи народа Кыргызстана, выступающего с различными инициативами, постоянно возрастает. Он отметил, что в тюркском мире наблюдается подъем. Председатель Ассамблеи народа Кыргызстана сообщил, что располагает информацией о том, что азербайджанцы, проживающие за рубежом, превратились в организованную силу, поэтому Азербайджан является ведущим государством Южно-Кавказского региона. Напомнив, что 24 января 2024 года будет отмечаться 30-летие со дня создания Ассамблеи. Он пригласил Фуада Мурадова на юбилейное мероприятие. Выразив благодарность за теплый прием, Фуад Мурадов поделился впечатлениями о визите в Кыргызстан. Он сообщил, что посетил образовательный комплекс школа-гимназия номер 20 имени Гейдара Алиева, кыргызско-азербайджанскую среднюю школу номер 103 имени Низами Гянджави и воскресную школу общественного объединения «Наследие». Выразил удовлетворение преподаванием азербайджанского языка в этих школах и высоко ценит то, что азербайджанцы тесно интегрированы в кыргызское общество и окружены заботой государства. Затем он подробно рассказал о диаспорской политике азербайджанского государства
государства, деятельности комитета и реализованных масштабных проектах. Он отметил, что освобождение наших земель от оккупации под руководством президента Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева открыл новый этап в истории нашей диаспоры. В настоящее время внимание азербайджанцев, проживающих за рубежом, в большой степени сосредоточено на пропаганде нашего национального и культурного наследия. Рекомендации главы государства на 5-м конгрессе азербайджанцев мира усилили деятельность комитета в направлении сохранения родного языка и национальной идентичности. Напомнив, что комитет подписал меморандум о взаимопонимании, о взаимном сотрудничестве с Национальной комиссией по государственному языку и языковой политике при президенте Кыргызской республики. Председатель подчеркнул, что пришло время поднять отношения с Кыргызской республикой на этот уровень. Он сказал, что азербайджанская сторона была бы рада принять участие в юбилейном мероприятии 24 января. Затем был подписан меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом по делам диаспоры Азербайджанской республики и Ассамблеей народа Кыргызской республики. Алмамбет Матубраимов сообщил, что с Азербайджаном подписан первый в истории Ассамблеи меморандум о взаимопонимании. Встреча завершилась обменом мнениями о дальнейших перспективах сотрудничества. Иранские азербайджанцы, также известные как азербайджанцы Ирана или иранские тюрки, это основная часть азербайджанского этноса, составляющая значительную часть населения иранского Азербайджана. Иранские азербайджанцы в основном проживают и являются коренными жителями ирано-азербайджанского региона, включая провинции Восточный Азербайджан, Ардебиль, Сенджан и Западный Азербайджан. Также они проживают и в других провинциях, таких как Курдистан, Казвин, Хамадан, Гилян, Марказия и Керманшах. Иранские азербайджанцы также составляют значительное меньшинство в Тегеране, Карадже и других регионах. Исламская республика Иран является многонациональной страной, в которой проживает более 30 народов и народностей, сохраняющих свои этнолингвистические особенности и даже некоторые религиозные верования, как, например, зороастрийцы или бахаиты. Имея столь разнообразную этническую карту, Иран выработал особую государственную политику по данному вопросу во избежание национальных конфликтов и сепаратистских процессов внутри государства. Так, в иранском законодательстве и официальной политической лексике полностью исключено понятие «национальное меньшинство», объединяя всех граждан Исламской Республики Иран под общим названием «иранцы». Для обозначения христиан, например, грузин и армян, зороастрийцев и иудеев, евреев, используется термин «религиозные меньшинства». Формирование азербайджанского этноса на территории восточной части Южного Кавказа и северо-западного Ирана представляло собой многовековой процесс, совершившийся в основном к концу XV века. После падения персидской династии сефевидов в XVIII веке и хаоса последующих лет, азербайджанцы были дезинтегрированы на Кавказе между двумя десятками полунезависимых ханств, находящихся под контролем Персии. В 1723 году император Всероссийский Петр I осуществил персидский поход, в результате которого к России отошли южное и западное побережье Каспийского моря с городами Дербент, Паку, Решт и провинциями Ширван, Гилян, Мазандеран и Астарабад. Однако после смерти Петра I в 1725 году по Рашскому договору 1732 года и Гянджинскому трактату 1735 года приобретенные им территории вновь возвращались в состав Персидской империи. К началу XIX века практически весь Южный Кавказ и Дагестан находились под протекторатом Персии.
Победы России в двух русско-персидских войнах 1804-1813 годов и 1826-1828 годов поставили крест на иранской экспансии на Кавказе. По Гюлистанскому мирному договору 1813 года Персия признала вхождение в состав Российской империи, Восточно-Грузинского царства, Картли-Кахетии и Северного Азербайджана. Согласно Туркменчайскому договору 1828 года, Персия подтверждала все условия Гюлистанского договора. Юго-восточное Закавказье, включая побережье Каспия до Астары, а также Восточная Армения, вошли в состав Российской империи, а большая часть Азербайджана осталась в составе Ирана. После этих важнейших событий территории проживания азербайджанского были разделены на две части. Земли севернее реки Аракс оказались в составе Российской империи, а южнее Аракса в составе Ирана. В результате появились термины «Северный Азербайджан», а также «Южный» или «Иранский Азербайджан». Не все спокойно было в иранском Азербайджане, где время от времени происходили протесты на этнической почве против центрального правительства. Наиболее мощные выступления отмечались в начале 20 века, когда персидская династия Караджов приходила в упадок. В 1908 и 1920 году лидер азербайджанской демократической партии Мохаммед Хаябани поднимал иранских азербайджанцев на борьбу. В 1920 году во главе с ним было создано национальное правительство и принято решение переименовать иранский Азербайджан в Азадистан, то есть страна свободы. Все вспышки недовольства, все мятежи, все восстания были подавлены шахскими войсками. В 1925 году бывший рядовой, затем офицер персидской казачьей бригады, затем военный министр и далее премьер-министр Реза Хан был провозглашен новым шахом Ирана под именем Реза Шаха Пехлеви. Поставив своей целью восстановить былое величие страны, он взял курс на европеизацию Ирана, укрепление государственности и армии. Реза Шах запретил использование азербайджанского языка в образовании, прессе и делопроизводстве. Губернаторами в азербайджанских областях были назначены персы, большинство высоких административных постов также занимали персы, а не тюрки. Хотя, и если мы посмотрим на Турцию того времени, где Мустафа Кемаль Ататюрк также проводил жесткую политику тюркизации, в том числе и против ираноязычных народов Турции, реформы Шаха не кажутся такими уж жестокими. Во время Второй мировой войны 25 августа 1941 года Великобритания на юге Ирана, СССР на севере ввели свои войска, чтобы предотвратить превращение Ирана в сателлита нацистской Германии. Красная армия заняла практически весь иранский Азербайджан. Примечательно, что еще до начала данной военной операции Москва и Баку рассматривали возможность советизации Южного Азербайджана и присоединения его к Азербайджанской ССР. Кстати, такую же политику Москва проводила и с Грузинской ССР и Армянской ССР, которая была направлена на возвращение исторических грузинских и армянских территорий, которые находились и находятся в составе Турции. Однако в тяжелый для СССР период Великой Отечественной войны Иран приобретал исключительно большое значение как своего рода транзитный коридор для перевозки военных грузов, поставляемых СССР по ленд-лизу. Проблема Южного Азербайджана отошла как бы на второй план, и находившиеся там работники из АЗССР были по указанию Москвы отозваны назад. Грузины – это гордые и смелые жители Кавказа, хранители золотого руна, лучшие в мире виноделы и знатные любители застолий. Даже полушутливая легенда о сотворении мира гласит, что когда Бог раздавал всем народам земли, грузины опоздали, потому что отмечали мироздание и славили его имя. За грузинскую искренность Бог решил отдать им кусок земли, что оставлял для себя, самый прекрасный во всем мире. Грузины называют себя Картвелеби или Картвелы, а страну Сакартвело, что означает «страна картвелов», «страна грузин».
Персы называли еще в дохристианские времена жителей Грузии волки, по-персидски волк – кюрджи, а Грузию – Курдистан. В переводе с персидского – страна волков, с арабского – страна неподчиняемых, упрямых. На латинском – Джорджия, под именем святого Георгия Победоносца. Большинство представителей нации проживает в Грузии. Страна располагается в западной части Южного Кавказа и омывается Черным морем. Столица государства – город Тбилиси. Грузины составляют примерно 87% населения страны. Среди наций выделяется ряд этнографических групп, различающихся между собой областями проживания, диалектами, языками, частично элементами культуры и традиции. Численность представителей наций в мире примерно 6 миллионов человек. По данным переписи 2021 года, большая часть из них, а это примерно 3 миллиона 400 тысяч человек, проживает собственно в Грузии. Согласно переписи населения 2010 года, официально в России зарегистрировано чуть меньше 160 тысяч грузин. Однако, по неофициальным данным, их число составляет порядка 400 тысяч. Кроме того, крупные диаспоры есть в Турции, порядка 1 миллиона человек. Это в основном этнографические группы грузинского народа – лазы и чвенебуры, которые с незапамятных времен занимают территории современной северо-восточной Турции. В Иране насчитывается примерно 200 тысяч грузин. Они проживают в основном в центре иранской цивилизации в городе Ферейдан-Шахр. Это потомки тех грузин, которые были насильно переселены в Иран во время правления шаха Аббаса II. С 1650 по 1700 годы в Иран были переселены более 300 тысяч грузин. Некоторые современные грузинские и иранские специалисты считают, что численность потомков этих грузин составляет порядка 2 миллионов человек. Их называют ферейданцами или ферейданскими грузинами. В Украине, по неофициальным данным, проживает более 100 тысяч грузин, в Азербайджане примерно 80 тысяч, в основном это грузинская этнографическая группа ингилойцы. Кроме того, многочисленные грузинские диаспоры имеются в таких странах, как Польша, Италия, Франция, Германия, Соединенные Штаты Америки, Греция, Израиль, Португалия, Испания, Армения, Латвия, Эстония, Литва, Великобритания и Канада. Подавляющее большинство грузин исповедуют православное христианство, хотя примерно 20% исповедуют ислам. Это в основном грузинские этнографические группы лазы, чвенебуры, ингилойцы и ферейданцы, а также частично грузины-аджарцы. Грузины одними из первых приняли христианскую веру. Согласно поверьям, ее принес в регион апостол Андрей Первозванный. Большая часть центральной Грузии полностью приняла веру еще в III веке, чаще всего упоминают 319 год. В Западной Грузии христианство окончательно укоренилось лишь к V столетию. В целом, Грузия является первой православной и второй христианской страной в мире, принявшей эту веру в качестве государственной. Церковь в Грузии является автокефальной, то есть полностью независимой и автономной. Добиться ей этого удалось в XI веке. Ценно, что народу удалось сохранить свою религиозную принадлежность, несмотря на многочисленные вторжения со стороны исламских государств. Например, в средние века все соседи Грузии были мусульманской веры, и страна практически не имела связи с христианским миром. У грузин есть собственная языковая семья, которая так и называется картвельская, то есть грузинская языковая семья. Письменность в регионе зародилась в глубокой древности. На древнегрузинском языке были созданы многие памятники, относящиеся еще к V столетию. Однако сам язык начал формироваться гораздо раньше, еще во II тысячелетии до нашей эры. Современный язык основан на фонетическом принципе, на нем говорят более 5 миллионов человек по всему миру. Современная территория Грузии была населена предками людей миллионы лет назад. В 1991 году вблизи небольшого грузинского города Доманиси был обнаружен гомонид, получивший название Доманисский.
Это древнейший из известных представителей Homo, обитавших вне африканской территории. Не факт, что именно от этого вида гоминидов и произошли грузины и в целом все европеоиды. Однако, без сомнения, нация ведет корни из региона современного расположения Грузии. Множество племен жило здесь уже в эпоху неолита и палеолита, строя жилища, занимаясь первобытным земледелием и скотоводством, охотой и собирательством. В V-VI веках до нашей эры регион впервые упоминается в письменных источниках. Тогда на восточном побережье Черного моря располагалось легендарное царство Колхида, а на востоке современной Грузии – могущественная Иберия. Они впервые упоминаются у греческих историков, но больше всего они прославились благодаря легенде о аргонавтах. Миф о Золотом Руне, посланном греческими богами, гласит, что оно было утрачено именно в Колхиде. Тогда герой Ясон направился в далекое царство, в результате чего добыл и руно, и жену Медею, дочь колхидского правителя. В центре Батуми даже стоит посвященная этому скульптура «Медея с золотым руном». Иберия и Колхида были сильными рабовладельческими государствами и просуществовали довольно долго, но их пытались захватить римляне, греки, персы, а затем и арабы. Однако именно в этот период регион принимает христианство, а столицей становится город Тбилиси. В 11 столетии грузинская династия Багратионов изгоняет захватчиков и объединяет раздробленные грузинские царства в единое централизованное государство. 11-12 века считают грузинским возрождением, эпохой строительства и расцвета. В этот период правила знаменитая царица Тамара, которая наладила экономику и отношения с Египтом, Индией, Киевской Русью, западноевропейскими и арабскими государствами и даже с Китаем. Политическое могущество страны основывалось на высокоразвитом сельском хозяйстве и процветающем городском хозяйстве. Высокого уровня достигла феодальная культура, философия, историография, филология, литература, искусство, чеканка по металлу, зодчество и монументальная живопись, миниатюра и керамика. К этой эпохе относится создание бессмертного творения Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Однако, после смерти царицы Тамары сначала монголы, затем Джалаладдин, позже 8 разрушительных нашествий Тимур-Ленга, а в конце вторжения османов положили конец могуществу средневекового грузинского царства и привели к ее распаду. В результате в 18 веке раздробленные грузинские царства и княжества были включены в состав Российской империи. После Октябрьской революции была создана Грузинская демократическая республика, но вскоре она вошла в состав Советского Союза. После распада СССР в стране начались межэтнические конфликты с апсу-абхазами и осетинами с поддержкой России, которые привели к временному отделению исторических областей Абхазии и так называемой Южной Осетии. Средневековый иерусалимский хронист Жак де Витри писал: «Есть еще на востоке христианский народ, именуемый грузинами, народ воинственный и бесстрашный. Они храбрые воины, сильные телом и твердые в вере. Даже малочисленное войско грузин внушает страх врагам. Много раз они причиняли большой урон Персии, Мидии и Ассирии, близ чьих границ они обитают, всегда окруженные племенами неверных. Этих людей называют георгианами, то есть грузинами, потому что они поклоняются и почитают святого Георгия, которого они избрали своим покровителем и нанесли его изображение на свои знамена, которые они несут во время битвы. Они почитают Георгия выше всех других христианских святых». Арабский хронист и политический деятель Аль-Умари описывает грузин как сторонников религии креста, добавляя, что султаны Египта обычно обращались в своих посланиях к грузинскому правителю, в отличие от других христианских правителей, как к великому монарху, герою, храбрецу, справедливому к своим подданным, преемнику византийских правителей, защитнику земли своих рыцарей, защитнику веры в Иса, священному лидеру христианского мира, лучшему из друзей и другу правителей и султанов. Со своей стороны, грузинские правители подчеркивали свою роль как защитников веры, поместив на свои монеты надпись «Меч веры» или «Защитник Господа», выполненную даже на арабском и персидском языках. Другой патриарх Иерусалима, православный Дорофей I, писал, что набожные правители Иберии всегда были защитниками священного гроба Господня. А умирающий великий иранский шах Аббас II сказал: «Только два врага оставляю несломленных – это смерть и грузинский народ».
Антропологически большая часть грузин относится к европеоидной расе, представляя ее кавказионские и понтийские типы. К числу его отличительных особенностей относят высокий рост, крепкое атлетическое телосложение, глаза карого, голубого или зеленого цвета, темно-русые, черные или каштановые волосы, прямой нос с чуть загнутым кончиком, светлая пигментизация кожи, широкое лицо с зауженным подбородком и выпуклой челюстью. На генетическом уровне родственными народами грузин являются черкесы, чеченцы и ингуши. Дальними родственниками можно назвать арабов, евреев, курдов и даже южных итальянцев. Предки современных грузин повлияли на формирование таких народов, как апсу-абхазы и осетины. С древних пор грузины считались одним из красивейших народов мира. Иностранцы отмечали атлетическое сложение мужчин и стройность девушек, которые сохраняли формы даже с возрастом. Даже такие всемирно известные люди, как Иммануэль Кант, основоположник немецкой классической философии, и даже сам Чарльз Дарвин отмечали невероятную красоту грузинов. Дарвин писал: «Все европейские путешественники, когда-либо побывавшие в Грузии, единогласно признают красоту и очарование черкесских и грузинских девушек. Турки, арабы и многие другие народы, конечно же, разделяют эту мысль, так как всем сердцем им хотелось облагородить свой народ грузинской кровью, чего турки и сумели достичь». Географии Российской империи 1892 года грузин описывает таким образом: грузины по наружности принадлежат к числу самых красивых народов земного шара. Они высокого роста и крепкого сложения, имеют нежный и чистый цвет лица, роскошные волосы и большие глаза. Грузины добросердечны, ласковы и в высшей степени гостеприимны. Замечательна их страсть к танцам и песням. Великий немецкий ученый Блуменбах считал идеалом человека, происхождение которого грузинское, полагая, что это прототип белого человека. Он писал: «Кавказский тип. Для изучения я взял именно этот тип, горский тип Кавказа, потому как его южный склон производит самую красивую расу людей. Под этой расой я в первую очередь подразумеваю грузин». Особую роль в жизни грузин всегда играло виноделие. Часть исследователей полагает, что именно предки Картвелеби первыми в мире научились делать вино. Да и в целом именно Грузию называют родиной вина, так как именно на территории Грузии были обнаружены древнейшие винные сосуды с отпечатками винодельческих листьев прошлых геологических эпох. Кроме того, само слово «вино», «хвино» имеет грузинское происхождение. Без вина в Грузии не обходится ни одно застолье. Им обязаны угощать гостей и делать для собственного использования. Грузия – родина гурманов, а грузинская кухня по праву считается одной из лучших в мире. Такие блюда грузинской кухни, как хачапуры, шашлык, хинкали, сациви, чурчхела, сулугуны и многие другие, известны по всему миру. В Грузии выращивают экзотические культуры – лавр, табак, цитрус, чай. Не зря в советские годы Грузию называли главной по праздникам. К Новому году она обеспечивала страну мандаринами и апельсинами, к другим праздникам – вином, табаком и чаем. Грузины очень сильно любят и почитают женщин. Даже в ранней мифологии солнце у них было женского пола. В верованиях древних грузин, колхов, многие божества имели женский пол. Например, богиня Нана считалась богиней земли и матерью всех людей. Во многом чуть позже на отношение к женщине повлияла знаменитая царица Тамара, а до этого еще в IV веке святая Нино, которая является крестительницей Грузии и которая одной из первых принесла христианство в страну грузин. Ментальность грузин с древних времен базировалась на почитании старших. Они предпочитали жить большими родственными общинами, особенно в горной местности, численность которых могла доходить до 100-150 человек. В семье процветал патриархальный уклад, а невеста после замужества переходила в дом мужа. Населявшие одну из самых красивых стран в мире, грузины от природы наделены прекрасным вкусом и эстетическим чутьем. На протяжении веков их искусство и архитектура замечательно сочетали практичность с высокими художественными качествами. Местные ткани и керамические изделия высоко ценились с древнейших времен благодаря их декоративным качествам.
Грузины за свою многовековую историю создали развитую, весьма своеобразную цивилизацию, исключительно удобное географическое положение, благоприятный климат, разнообразный ландшафт стали колыбелью удивительной нации. Грузины — это народ воинственный, импульсивный, свободолюбивый, экспрессивный, но вместе с тем исключительно гостеприимный, музыкальный, обладающий неповторимым чувством юмора и самоиронии. Грузины высоко ценят великое историческое прошлое своей родины, поэтому отличаются высокими самооценкой и самосознанием, неподдельным чувством гордости и национального достоинства. Cənnət var Qırğızıstan, Qutayında Türk ölkəsi, can dostum var Azərbaycan. Türk soyludu Türk el